А это правда, что ты ходишь в какую-то секту по воскресеньям? Да, хожу. Как по мне, то нет разницы, куда ходить или во что верить. Вот, например, какая разница, верить в Будду или во Христа? Керигма. Керигма. Дорогие друзья, меня зовут отец Андрей Буйнич, я священник Белорусской греко-католической церкви, а вы смотрите плейлист о катехизисе католической церкви. И тем, кто впервые сегодня здесь очутился, и тем, кто только начинает интересоваться учением католической церкви, я рекомендую обратиться к первому уроку в этом плейлисте. Он появится здесь, а всем остальным добро пожаловать! Сегодня у нас на повестке дня тема, которая закрывает первую главу катехизиса «Христос наша Пасха». И эта тема обозначается таинственным греческим словом «керигма». «Керигма» в переводе с греческого – это объявление, провозглашение, призыв, проповедь. А «керисейн» в переводе с греческого означает «провозглашать». Давайте же сразу дадим этому теологическому термину «керигма» определение, а в этом нам поможет наш катехизис. Керигма – это возвещение пасхальной тайны смерти и воскресения Христа, явленное в свидетельстве жизни христианской общины. Керигма соединяется с призывом уверовать в Иисуса Христа. Конец цитаты. Понятие керигмы перекликается по смыслу с хорошо известным нам словом «евангелион», что означает в переводе с греческого «благая весть». В современной библистике керигмой обозначает сущность христианского учения, его ядро. К нему, сущности, ядру, относится, разумеется, прежде всего провозглашение веры в Христа распятого и воскресшего. А далее наше определение указывает на то, что это провозглашение или весть должна быть явлена в свидетельстве христианской общины. Это второй элемент определения. И, наконец, третий элемент – весть эта должна быть соединена с призывом уверовать в Христа. Что ж, друзья, давайте оживим наше определение. Представим себе такую ситуацию, когда ты, друг, сидишь, например, в офисе на работе, а твой коллега спрашивает тебя: «А это правда, что ты ходишь в какую-то секту по воскресеньям?» А ты такой: «Да, хожу, но не в секту, а в католический приход». Коллега продолжает: «Как по мне, то нет разницы, куда ходить или во что верить. Вот, например, какая разница, верить в Будду или во Христа?» Ты отвечаешь: «Ну, видишь ли, Будда не умирал за грехи людей и не воскресал. И в этом я вижу серьезное отличие». И вот на этом моменте заканчивается первая часть керигмы. Представим, однако, что коллега по работе продолжает беседу. «Ну что же, каждый вправе верить во что хочет, но лично мне непонятно, как эта информация о Христе касается лично меня». Ты отвечаешь: «Я думаю, что эта информация касается тебя в той же степени, как и множество других людей. Ведь Христос умер не за абстрактное человечество, а за конкретных людей, в том числе за меня и за тебя. Начиная с первых лет существования христианской церкви, сотни тысяч людей свидетельствовали о том, как это сильно повлияло на них. Многие из них избавились от своих страстей, нашли смысл жизни, сформулировали свою шкалу ценностей, обосновали, к чему им стоит стремиться и как бороться со своими слабостями. А сегодня в церкви ты также можешь найти для этого необходимые инструменты и встретить людей, которые успешно их применили и помогут это сделать также тебе». На этом заканчивается вторая часть керигмы. Коллега отвечает: «Да, это все звучит интересно, даже напоминает мне
то, что предлагал тренинг по саморазвитию личности в прошлом месяце? Ты отвечаешь: на самом деле нет. Саморазвитие и все остальное, о чем я упомянул, в христианстве лишь побочный эффект личной встречи, знакомства с Иисусом Христом. Согласись же, что тот, кто воскрес, если, конечно же, воскрес, должен быть жив и сейчас, а значит, с ним возможно общение. Это он хочет стать твоим другом и изменить твою жизнь. Поверь в него, скажи ему об этом в своем сердце, и с этого момента начнется твоя жизнь как христианина. На этом моменте заканчивается третья часть керигмы. Ну что ж, друзья, скорее всего, после такого диалога у спрашивающего будет еще больше уже новых вопросов, чем прежде. Однако эти вопросы будут возникать и формулироваться на правильном базисе, которым является керигма, которую мы ему рассказали, изложили. Имея 3 якоря: обоснованную убежденность в воскресении Христа, поддержку христианской общины, то есть прихода, и личное общение с Иисусом Христом через молитву, такой христианин сможет плыть дальше по бурным водам учения католической церкви на судне, которое носит гордое название катехеза. Что такое катехеза? Напомню, что катехеза – это углубленное толкование христианского учения. Она, катехеза, подготавливает уверовавших во Христа к крещению, а ранее крещенных, но не практикующих свою веру, к воцерковлению, углублению их веры. Собственно говоря, катехеза – это то, чем мы и занимаемся на этом канале. Толкуем изо всех сил христианское учение. Поэтому, если ты еще не подписался и не залайкал это видео, то быстрее сделай это сейчас и продолжим. Возможно, у кого-то эти рассуждения о керигме вызовут недоумение. Не натягиваете ли вы, дорогой отец Саву, на глобус? Могут спросить они. Но нет, друзья, керигму выдумал не я. Пример сжатого учения, которое содержит упомянутые элементы, мы находим у апостола Павла в первом послании к Коринфянам, начало 15 главы. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть, которую я вам возвещал, которую вы приняли и в которой вы утвердились. Она спасительна для вас, если только твердо придерживаетесь того, что я вам возвещал, а иначе ваша вера напрасна. Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на 3-й день согласно Писаниям. Он явился Кифе и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову, потом всем апостолам, и последнему из всех явился мне, жалкому недоноску, ведь я самый наименьший из апостолов и даже не заслуживаю чести называться апостолом, потому что я преследовал Церковь Божью. Но по благодати Божией я есть тот, кто я есть, и Его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать Божия, которая со мной. Не имеет значения, кто возвещает, я или они. Главное, вы поверили в то, что мы возвещаем. Конец цитаты. Этот фрагмент является своего рода ответом на вопрос, который апостол Павел формулирует в следующем стихе данного фрагмента, стихе 12. Как это некоторые из вас могут утверждать, что нет воскресения мертвых? Имеется в виду то, что апостол Павел как бы спрашивает: после того, как я перечислил всех свидетелей, вы все еще не верите в воскресение Христа?
Желание Павла убедить читателей в воскресении Христа приводит к тому, что он подчеркивает, что возвещает ту самую радостную весть, то самое Евангелие, что и апостолы. А в качестве доказательства тождественности своего учения апостольскому он обращает наше внимание на фундаментальные элементы своей проповеди. Комментатор апостола Павла Жан Ламбрехт видит в стихах 3-5 вертикальное измерение – это тождественность учения, и горизонтальное в стихе 11, которое означает преемственность учения. Горизонтальное измерение в фрагменте прослеживается следующим образом. Во-первых, смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Тут имеем дело с констатацией фактов. Во-вторых, явление Петру и прочим. В этом упоминании мы имеем дело с многочисленными свидетелями, живыми современниками апостола Павла. Воскресение – это юридическая и историческая реальность. Во-третьих, явление Павлу. И здесь, наконец, имеем дело с личным свидетельством апостола Павла, которое является не столько свидетельством воскресения и смерти, как в предыдущем случае, сколько подтверждением своего авторитета, что его авторитет не уступает авторитету других апостолов. Когда речь идет о горизонтальном измерении, то есть преемственности учения или передаче традиции, то это выражается следующими словами. Не имеет значения, кто возвещает, я или они. Главное, вы поверили в то, что мы возвещаем. Для нужд евангелизации в современном мире, напомню, что евангелизация – это деятельность, направленная на обращение ко Христу как целых народов, так и отдельных людей. Так вот, для нужд евангелизации была изобретена новая форма керигмы, которая состоит аж из 6 пунктов. Эти пункты являются как важными, существенными тезисами христианского учения, так и своеобразной методологической лесенкой, ступеньками, ведущими через христианское учение о Боге и Церкви. Каждый пункт можно раскрывать бесконечно долго, но смысл керигмы как раз в том, чтобы максимально кратко, но при этом в достаточной степени информативно рассказать конкретному человеку о Христе. Итак, давайте испытаем данную схему на себе. Пункт 1. Бог есть любовь. Что нам дает этот тезис? Какие смыслы за ним стоят? Прежде всего, мы утверждаем такой формулировкой, что Бог существует, а также, что Он Творец мира. Кроме этого, Он входит в земную историю. Он интересуется человеком, потому что любит его. Бог любит тебя. Пункт 2. Грех – это смерть. Здесь мы утверждаем существование греха. Грех – это разрыв отношений между Богом и человеком, который неминуемо ведет ко смерти. Все согрешили, и ты согрешил. Пункт 3. Христос умер за грехи многих. Сын Божий воплощается, умирает на кресте и воскресает. И все это ради людей, готовых принять Его дар. Христос умер за тебя, прими Его дар. Пункт 4. Нам необходимо покаяние. Что такое покаяние? Это изменение. Нам нужно изменить себя. Это неизбежно происходит с теми, кто встречает Бога. И речь идет не только о разовом изменении нашего поведения, отказа от неморальных поступков, что само по себе понятно, но прежде всего о изменении отношений к реальности, которая нас окружает. Нам нужно изменить свое мышление.
уверуй и обратись к Богу. Пункт 5. Мы призваны стяжать Святого Духа. Тут речь идет о личной встрече Бога через молитву. Молись о том, чтобы Святой Дух действовал в твоей жизни. И, наконец, пункт 6. Нам важно присоединиться к католической церкви. Здесь мы призываем уверовавшего идти к Богу вместе со своими братьями и сестрами во Христе. Никто не спасается сам, но вместе со своими ближними. Кроме того, учение католической церкви уберегает верующих от критических ошибок. Поэтому воцерковись. Вот, друзья, мы можем использовать эти 6 пунктов для размышления, рефлексии над своей верой, а также для того, чтобы рассказать о ней тем, кто хочет нас слушать. Вот такой урок о керигме. На этом все. Пишите, была ли полезна для вас эта катехеза, что нового вы узнали, какие вопросы или мысли у вас возникли. Фух.